В прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится вторник, 10 марта. Координация действий. Чеченская республика всегда отличалась высокой явкой и активностью избирателей. Подготовку к выборам обсудили на правительственном совещании. Битва умов. Финал чемпионата по игре Ха-Архама объединил учащихся, которые уже доказали свое лидерство на районных этапах. В Грозном состоялся третий чемпионат по интеллектуальной игре. Новая точка роста. Покупатели довольные, пишут очень хорошие отзывы нам. Самое главное, они говорят, чистота. Самое главное, у вас есть выбор. В молодом городе Сирноводск активными темпами развивается бизнес-сектор. В республике активно готовится к сентябрьским выборам. Актуализируется нормативно-правовая база и уточняются сведения в регистре избирателей. Промежуточные итоги подготовки обсудили на совещании в правительстве. Всего задействуют 20 территориальных и 534 участковых избирательных комиссий. О том, сколько человек смогут проголосовать, в репортаже Лейлы Муртазовой. Выборы – важное событие в общественно-политической жизни субъекта. Подготовку к предстоящему единому дню голосования обсудили на совещании под председательством Магомеда Даудова. Подготовка к выборам – это сложный процесс, требующий ответственности и прозрачности. От того, насколько хорошо организована подготовка, зависит доверие граждан к результатам выборов. Чеченская республика всегда отличалась высокой явкой и активностью избирателей. Благодаря усилиям главы Чеченской республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, в республике созданы все условия для участия жителей в политической жизни нашей страны. Как результат, по основным показателям общественно-политического и социально-экономического развития республика традиционно находится в лидерах субъектов нашей страны, в том числе по прозрачности проведения выборных кампаний. 24 сентября 2026 году в регионе пройдут многоуровневые выборы. Жителям предстоит избрать главу республики, депутатов Государственной Думы России, парламента Чеченской Республики, Грозненской Государственной Думы и муниципальных округов. По поручению Рамзана Кадырова подготовка к избирательной кампании идет с 2025 года. Всего в рамках выборов будет распределено 385 мандатов, а свои кандидатуры уже выдвинули 1764 человека, в числе которых участники специальной военной операции, члены их семей и молодежь. Всего на территории Чеченской Республики постоянных территориальных избирательных комиссий 20, участковых избирательных комиссий 534. Все они будут оснащены камерами видеофиксации, 254 из которых будут подключены к системе видеонаблюдения Общественного штаба по наблюдению за выборами. В Чеченской Республике всего на данный момент официально зарегистрировано 10 региональных отделений политических партий, которые имеют право принять участие в избирательных кампаниях и референдумах в Чеченской Республике. С начала текущего года нами на регулярной основе проводятся встречи и совещания с руководством избирательной комиссии Чеченской Республики, Общественной палаты Республики, регионального отделения движения «Народный фронт» и региональных отделений всероссийских политических партий, в ходе которых были рассмотрены и решены вопросы проведения предстоящих выборов. Избирательная комиссия субъекта проводит комплексную работу к выборам. Подготовлены необходимые документы и законопроекты, а также ведется разъяснительная работа с жителями о порядке выдвижения кандидатов и процедуре голосования. Члены и работники аппарата избирательной комиссии Чеченской Республики принимают участие в информационно-разъяснительных программах, проводимых региональными средствами массовой информации, где разъясняют порядок проведения выборов, включая выдвижение кандидатов и списков кандидатов, а также процедуру голосования избирателей на предстоящих выборах. Постоянно оказывается методическая и консультативная поддержка политическим партиям, планирующим участие в выборах в единый день голосования. Избирательные комиссии республики
готовы к проведению предстоящих выборов. На сегодняшний день никаких вопросов, относящихся к компетенции избирательных комиссий и требующих решений, не имеется. На базе Общественной палаты Чеченской Республики сформирован штаб по независимости наблюдению за выборами. В его состав вошли эксперты, лидеры общественного мнения и представители СМИ. Созданный орган будет заниматься контролем за ходом голосования, а также подготовкой и координацией общественных наблюдателей. Для этого сформированы специальные группы, включая юридические и информационные. В ноябре прошлого года группа подготовки и координации наблюдателей прошла первый этап обучения. А заключительный этап должен пройти в мае текущего года. Подготовка группы проходит на базе Ассоциации независимый общественный мониторинг, который реализует комплексную программу обучения общественных наблюдателей. После завершения обучения группа начнет подготовку общественных наблюдателей в Чеченской Республике. Общее количество наблюдателей, как уже было выше сказано, задействовано на выборах будет составлять 1286 человек. В день выборов на каждом избирательном участке будут находиться 2 общественных наблюдателя, которые будут мониторить избирательный процесс и в случае выявления фактов нарушений наблюдатели будут оперативно реагировать на месте. Партия «Единая Россия» провела предварительное голосование. Всего в выборах будут участвовать 758 кандидатов, а список избирателей включает 170 тысяч человек. Эти шаги позволят обеспечить прозрачность и организованность предстоящей избирательной кампании. Мы провели непосредственно выездные совещания, встречи в феврале месяце с нашими секретарями, исполнительными секретарями местных отделений, а также ответственными сотрудниками, на котором были обозначена необходимость проведения на первом этапе мониторинга тех списков, которые уже были предварительно собраны. И на 1 марта информация у нас в штабе о том, что секретари местных отделений подтвердили о том, что первый этап мониторинга тех списков, которые были нами ранее собраны, он проведен. Сейчас мы готовимся ко второму этапу, как только будет доступ к регистрации. Дело в том, что уже 27 февраля сформирован Федеральный оргкомитет решением Генерального совета партии «Единая Россия». Также 3 марта уже подписано решение о формировании регионального организационного комитета, в который вошли представители регионального исполкома. С 11 марта у нас начинается, с завтрашнего дня практически у нас начинается уже выдвижение наших кандидатов и регистрация для участия в электронном предварительном голосовании. Магомед Даудов выразил уверенность, что с такой профессиональной командой подготовка к единому дню голосования будет проведена на высоком уровне и предстоящие выборы пройдут успешно. صول عقدش نوعي شديانا قتيجي شيء كانديداتور طول يل يشوش من خوض ديان طول ديانا مخدا هذا سودي عشي كوياتي شو هو ياتي عارف والوينز دق ويبرش اللي حلقي هون أولا لتا وقت غيب شرح دال الول دال غزو تقبل أحمش عدي حاجة نية يا حاوي مخدا حلقة بال نية يا عقيد تنحدك جو ريسبوبليك ويباخر وي ملش حيلش كعبوخا وين ملش ديكني قاتشا قيدا يشتخد خير ديك لرسو تحتاشي كويستون да молодежь обоби бой предварительно голосование тоже самое и выбор шёлч динах бол кечем из динах биш бушун из главшна секретаришна ваймасанат я из дикардуш глава хоршует но султя госдума и парламент и муниципальный выбор шуй городской дума и мэрия он что выбор шу пойдёт شو قاشو ازدح شو ادمنستراتي راستنا راس لون شو بابي شو مسانات ون هوشتوس قبع سو ماندات بوديون اس ماندات كري حمل يوت شو تغ ام بندا داميل شو تغ دال دير الول عامد اجي نير داوش شي باتشان متاوش ها موخ بيش شي خلق بيش شي республикаи شي ريونيش достойный кандидат. Совещание по подготовке к выборам проводится на постоянной основе. Ведется совместная и слаженная работа всех задействованных структур. Со стороны властей проведена вся необходимая работа, чтобы выборы прошли честно и удобно. Остается только одно, чтобы каждый житель пришел на участок и отдал свой голос. Это наш гражданский долг и право одновременно. Лейла Муртазова, Сайдамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. В честь Международного женского дня в Чеченском региональном отделении ЛДПР чествовали сотрудниц следственного изолятора. Партийцы пригласили женщин в офис, чтобы выразить признательность за их сложную и ответственную службу. За преданность профессии им вручили почетные грамоты и памятные подарки. Мероприятие продолжилось ифтаром. Организаторы подчеркнули, такие встречи – возможность выразить благодарность людям, чья работа требует выдержки и профессионализма.
женщины, которые работают в временном изоляторе. Они, я считаю, больше всех чувствуют эмоциональную и психологическую нагрузку на своей работе. Мы решили сделать от себя, можно сказать, сюрприз для них. Они утверждают, что это был очень приятный сюрприз. Пригласить именно женщин, представителей колонии временного изолятора. Для них мы подготовили памятные подарки от нашей партии, цветы и почетные грамоты за подписью лидера Либерально-демократической партии России Леонида Эдуардовича Слуцкого. Сирноводск – город молодой, но его предпринимательский сектор растет на глазах. Продуктовые магазины, кофейни, бургерные. Новые точки появляются одна за другой. В целом, сегодня в республиканском бизнес-секторе действует 32,5 тысячи компаний и предпринимателей. Репортаж Рабиат Гайтиевой. Малый и средний бизнес Чеченской Республики демонстрирует устойчивый рост и укрепляет позиции как основа региональной экономики. Новые предприятия открываются как в Грозном, так и в районах субъекта, создавая рабочие места и повышая доступность товаров и услуг. Строятся гостиницы, создаются новые туристические маршруты, осваиваются новые рынки и расширяется производство. К примеру, одно из излюбленных мест жителей города Сирноводская – магазин Малики Чучаевой. Супермаркет функционирует с 2022 года. После выхода на пенсию супруги Чучаевы приняли решение открыть большой магазин для удобства своих односельчан. Администрация села тоже нам помогает во всем. Они тоже поддерживают, что мы здесь открыли этот магазин, потому что населению удобно ходить. На этой стороне не было вообще магазина, не было. У нас есть книга жалоб и предложений. Очень много у нас предложений. Покупатели довольные, пишут очень хорошие отзывы нам. Самое главное, они говорят, чистота. Самое главное, у вас есть выбор. Магазин предлагает широкий выбор продовольственных товаров и продукции первой необходимости. Ассортимент сформирован с учетом ежедневного спроса жителей, а ключом к успеху стали удобное расположение вблизи центра города, обученный доброжелательный персонал, а также организация доставки товаров. Хуньецум хаиц кучуёл шью продавцы шчур белглой чур вежливо дикбу. Второй объект, который мы посетили – кофейня бургерная «Кофе-стрит» Адама Азуева. Заведение, состоящее из двух пространств, ориентировано на молодежь и сочетает в себе формат кафе с полноценным меню бургеров и японской кухни и кофейни с десертами. Мы с друзьями постоянно ездили в город, чтобы попить кофе, посидеть. И вдруг в голову пришла идея, может, не самому в селе открыть, чтобы вечно не ехать в город. И так я решил открыть это заведение. Мне кажется, что после ифтара все хотят приходить в кофейню и что-то легкое, там, попробовать десерты, попить кофе. Для молодых жителей района это возможность проводить досуг рядом с домом, не выезжая в крупные города. Проект стал примером, как малый бизнес отвечает на запросы нового поколения и формирует современную общественную среду. В станице Асиновская предприниматель Шарип Бадругов открыл крупный магазин «Вейтюкан». Ранее в населенном пункте отсутствовала торговая точка с широким ассортиментом товаров первой необходимости. И мужчина принял решение сам открыть торговое предприятие в станице. Администрации, правительство, قدش اتو بش تدوسك نيستش تكون تقول لا تشهرش بو سنة مسنة دلاريس خويل. Главная задача проекта – обеспечить жителей станицы всем необходимым в одном месте – продуктами питания, бытовыми товарами, предметами повседневного спроса. Магазин стабильно обслуживает население уже больше года. Рядом же ведется строительство нового для станицы объекта – специализированного магазина строительных материалов. Также в рамках священного месяца Рамадан магазин предоставляет безвозмездно уже готовые продовольственные наборы для всех желающих. В целом в Сирноводском районе функционирует около 100
40 торговых точек различного профиля. Более чем в 60 из них внедрена система безналичной оплаты, что отражает постепенную модернизацию потребительской инфраструктуры района. 2026 год объявлен главой Чеченской Республики годом предпринимательства. Мы стараемся помогать всем предпринимателям в решении их вопросов, связанные с их деятельностью. Со всеми предпринимателями нашего района у нас есть контакты, а также по необходимости есть номера телефона у каждого предпринимателя, чтобы им позвонить. Департамент развития малого и среднего предпринимательства республики, администрация района создает комфортные условия для работы предпринимателей и поддерживает тех, кто только планирует открыть свое дело. Владельцы бизнесов получают консультации, финансовую помощь, сопровождение проектов и участие в государственных программах. На сегодняшний день в районе есть все условия для ведения малого и среднего предпринимательства. Есть курортная зона. Мы со всех сторон всячески делаем поддержку предпринимателям в оформлении их документации, консультации. Также в районе очень благоприятные условия, как я ранее сказал, ведения бизнеса и туристической направленности. У нас работает круглосуточно телефон администрации. На все интересующие вопросы мы можем ответить. Сегодня региональный бизнес активно развивается в промышленности, сельском хозяйстве и туризме. Параллельно ведутся работы по привлечению инвестиций, что позволяет реализовать как существующие, так и новые предпринимательские инициативы. Рабиат Гайтиева, Ислам Нацуров, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. В Грозном подвели итоги работы регионального отделения Российского военно-исторического общества за 2025 год. На конференции обсудили главные задачи организации – сохранение военно-исторического наследия и патриотическое воспитание молодежи. Региональное отделение активно помогает развивать музейный фонд республики и участвует в создании выставок в мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Одно из важных направлений работы – установка памятных бюстов героев СССР и участников Отечественной войны. Участники встречи отметили, что работа Российского военно-исторического общества в регионе играет важную роль в сохранении исторической правды и воспитании подрастающего поколения. Работа была проведена очень насыщенная, и все присутствующие, в том числе и гости нашей конференции, это отмечали. Это разнообразная деятельность, она касается и проведения мероприятий различного патриотического характера, и издательская деятельность, и увековечение памяти героев, защитников Отечества. То есть это такая связь времен, начиная от нашей долгой многовековой истории, нашей страны, нашей республики, нашего общества, нашего народа, и роль, в том числе и Чеченской Республики, в защите интересов нашего государства на сегодняшнем этапе. То есть это подведение итога. Во-вторых, чтобы мы обсудили, какие еще можно новые меры, какие-то новые формы предпринять для того, чтобы улучшить эту работу, тем более в условиях вот этой сложной международной обстановки, в условиях проведения своего. То есть какие-то новые вызовы время тоже диктует, и мы тоже должны как-то их учитывать. От классических рулонных обоев до изысканных тканевых полотен магазин «Твой дом» в Чхой-Мартане предлагает идеальные решения для преображения любого интерьера. Ассортимент обновляют регулярно, предлагая самые актуальные тренды. Успех таких локальных проектов – закономерный результат благоприятного инвестиционного климата в республике. Этот адрес знаком каждому, кто хоть раз задумывался о преображении жилья. Интерьерный центр «Твой дом» за 11 лет превратился из локальной точки в настоящий флагман рынка. Основатель Ибрагим сделал ставку на качественный ассортимент. Начинали только, работали с местными поставщиками, пока не узнали рынок обоев побольше. И после этого уже стали активно ездить на ежегодную международную выставку в Москве. Она вот как раз проходит в конце марта, начале апреля. В этом году мы тоже обязательно туда поедем, Мосбилд. Там представлены все поставщики, российское производство, иностранные производства. В этом году и в прошлом году активно китайские производители входят на российский рынок. Там показывают все новинки, которые будут печатать в течение года. Помимо обоев у нас есть клей, краска, карнизы, плинтуса. Также мы сейчас начали торговать дверьми, ламинатом, напольной плиткой. Стараемся удовлетворить все потребности
следим за рынком стройматериалов, что-то новенькое выходит, обязательно стараемся завести. Здесь задают тренды и собраны последние коллекции ведущих фабрик и все существующие виды настенных покрытий. Но главная гордость салона скрыта в технической зоне. Также у нас есть, помимо обоев, колировочный аппарат. Сейчас очень модно красить стены. И раньше наши покупатели в основном приходилось ехать в город, делать краску. Сейчас краску можно сделать у нас. У нас очень хороший аппарат. Это очень известная фирма Тикурила, финская, с больше 200-летним стажем. Выбираем в каталоге цвет, выбираем краску. В аппарате стоит 16 колеров полилитровых, вот как здесь они стоят. И машина крутит и выдает цвет, который нам нужно. Такой красивый цвет у нас получился. Если в огромном каталоге не нашлось нужного нюанса, его создадут здесь же, в лаборатории цвета, благодаря собственному колировочному оборудованию. В этом океане принтов и фактур легко провести несколько часов. Главная фишка популярного центра – навигация. Классика, венецианка, имитация краски, шелк – все строго по зонам. Но, пожалуй, самое важное здесь – это доступность. Именно за таким индивидуальным подходом и безупречным сервисом сюда едут со всех концов города Очхой-Мартан. Покупатели ценят возможность закрыть любой интерьерный вопрос в одном месте. Успех подобных проектов – прямое следствие благоприятного инвестиционного климата. В текущем году, который глава региона объявил годом малого и среднего предпринимательства, созданы все условия для системного роста. Лимда Джамалдинова, Сайдамин Мусаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном пройдет ярмарка вакансий для набора сотрудников в новый гипермаркет «Вкусдом». Мероприятие состоится в субботу, 14 марта, в здании строящегося торгового комплекса по улице Хвойной. Это рядом с Республиканской клинической больницей скорой медицинской помощи имени Умара Ханбиева. Начало собеседований в 11 часов. Прием кандидатов будет проходить в порядке живой очереди. Работодателю требуются сотрудники торгового зала, склада, административных служб, а также специалисты в производственной цеха, кулинарии и пекарне. Всего планируется создать до 300 рабочих мест. Какой цвет отсутствует в олимпийской символике, какая чеченская горная вершина самая высокая и какую суру называют матерью Корана. В Грозном состоялся 3-й чемпионат по интеллектуальной игре «Что, где, когда». В состязании приняли участие учащиеся 12 столичных школ. Это победители и призеры районных этапов. О знатоках и эрудитах в репортаже Лимды Джамалдиновой. В школе номер 23 Грозного за игровыми столами сильнейшие команды города. Финал чемпионата по игре Ха-Архама объединил учащихся, которые уже доказали свое лидерство на районных этапах. Теперь предстоит побороться за городской кубок и звание самой интеллектуальной команды. Тематика заданий связана с чеченским языком, литературой и биографиями известных уроженцев региона и про горные районы Чеченской Республики. Всего 12 команд. Игроки обсуждают варианты, стараясь за минуту найти точный ответ. Риторический автор поясно. Игра проходит в несколько туров и исключительно на чеченском языке. После каждого раунда жюри подсчитывает баллы и формирует промежуточную таблицу результатов. Организаторы отмечают, что подобные мероприятия помогают школьникам глубже изучать родной язык и культурное наследие. Ха-Архама переводится как «чтобы знали чеченский язык». Данный турнир, благодаря поддержке администрации главы и правительства Чеченской Республики, Министерства образования, департамента образования, мэрии, районного дела образования районов, городов Чеченской Республики, он имеет статус ежегодный, что нас, конечно, не может как организатора не радовать. Самое главное, мы всегда говорим нашим детям, вы уже являетесь победителями, потому что вы делегированы от своих учебных организаций как лучшие, как знатоки чеченского языка. И как бы игра не закончилась, вы уже являетесь победителем, потому что вы уже избраны от своей школы. По итогам финальной игры 3-е место забрала гимназия номер 4 Грозного. Серебряным призером стала гимназия номер 3.
Победителем признана команда математической школы города. Вопросы были не очень сложными, очень рады. Мы даже не думали, что мы займем первое место в отборочном этапе. Мы забрали третье место. Не думали, что вот так все получится. По воле Всевышнего забрали первое место. Интеллектуальный турнир «Что, где, когда» вновь объединил школьников, для которых знание, логика и командная работа становятся важной частью образовательной среды города. Лимда Джамалдинова, Магомед Басаев, Сайтелим Умпукаев, Вести, Чеченская Республика. Сотни болельщиков и множество поздравлений в грузинском аэропорту встретили Билала Яхьяева, серебряного медалиста престижного международного турнира G2 US Open Taekwondo Championships. Он стал единственным чеченским тэквондистом, вошедшим в состав сборной России. О том, как ковалось серебро в Лас-Вегасе, в репортаже Турпалали Тайсумова. Крупные соревнования по тэквондо прошли в городе Лас-Вегасе, Соединенных Штатов Америки. В стартовом поединке G2 US Open Taekwondo Championship наш спортсмен Билал Яхьяев одержал победу над представителем Бразилии. В финале после неоднозначного судейства, когда очевидные очки присуждались американскому оппоненту, Билал получил серебряную медаль. Триумфатор возвращается с большим успехом, ведь это уникальная победа. Для друзей и родственников настоящий героизм, а для тех, с кем он тренируется и кого тренирует, большая мотивация. В столице республики все были в предвкушении его появления. Как отметил президент Федерации олимпийского тэквондо Чеченской Республики Омхат Адалаев, этот успех – яркий символ стойкости и большой силы спортсменов из нашего региона. Данная победа очень важна для республики, для всей страны в основном. Потому что Билал является спортсменом международного класса. Его достижение уже это достижение России, плюс это наш чеченский спортсмен. Это пример, просто неоценимый пример в нашем виде, потому что в основном мы делаем упор на олимпийские виды. Тэквондо – это олимпийский вид спорта, потому что это не просто имеет свое дальнейшее значение в мире, республики также. По словам тренера-бойца, его занятия в спортивном зале подтверждают упорство и желание становиться сильнее. Только таким образом стало возможным добиться успеха. Предсоревновательный период тренировочная программа не Трогательными аплодисментами Билала Яхьяева встречали на территории аэропорта Грозного. Каждый пожелал ему таких же побед в будущем. Для нас он поделился тем, как Министерство спорта оказало содействие в его успехе. Министр спорта Кадыр Ахмади, что моя поездка между нами там хватит, я что парогат ва на остальные возлежат. ويديخر ويوقع بوش أو ويداعي تري ويحيق قداعي تردر سجى نيق بيغي بربادي عشان تمر نشتوش بقى مر نشتوش ليحتزو دلاش سين سالان يقدر توالر. Такой результат принес спортсмену важные рейтинговые очки, которые помогут улучшить его позиции в мировом рейтинге. Турпалали Тайсумов, Адлан Хусаинов и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах.